Королева, королева, пойдемте в акриловый формикарий. Брось меня, дурак, что мне в нем делать? Судя по этим кадрам, вы сами можете понять, что венаторы не особо хотели переселяться в акриловый формикарий, но все же им пришлось, так как гипс сильно покрылся плесенью. Итак, всем привет! Вы на канале Ant Life Channel. И сегодня всеми любимые, долгожданные венаторы. А прежде чем вы продолжите смотреть видео, хочу вам напомнить о том, что совместно с магазином AntLab у нас ВКонтакте проходит конкурс. А призы будут следующие. Это муравьиная ферма Kids Nursery, также колония муравьев Lasius Flaus и колония муравьев Lasius Niger. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам необходимо поделиться данной записью, обязательно подписаться на магазин AntLab, а также подписаться на группу Ant Life Channel, а также подписаться на мой канал на YouTube и обязательно прикрепить скрин того, что вы подписаны. Ну а на этом все, продолжаем видео, всем желаю удачи! Сразу после того, как я добавил фотографию с венаторами в группу, тут же появилось много хейтеров. А главным хейтом было то, что я эту колонию заселил в акриловый формикарий. Итак, предлагаю сегодня разобраться, что я сделал, для чего я сделал, а также умрут ли мои венаторы в ближайшее время или возможно они будут жить. На прошлой неделе многие помнят, что я выложил фотографию с венаторами в новой акриловой ферме. Так вот, для чего же это было сделано, я вам расскажу. В предыдущей ферме, в которой они существовали практически месяц, я заметил сильное образование плесени. В связи с этим было принято решение переселить мою колонию венаторов во временный формикарий, то бишь в акриловую ферму, так как она у меня была единственной. Далее, прочитав все ваши комментарии под тем самым постом о том, что я дурак и так далее, зря я вообще запустил венаторов в акриловый формикарий, то, что они у меня умрут и так далее, да, возможно, вы и правы. Спорить с вами не буду, так как у вас, наверное, больше опыта, чем у меня, но все же. Понаблюдав за своими венаторами примерно неделю, я понял, что они себя довольно-таки неплохо чувствуют в этой акриловой ферме. По крайней мере, у них не пропал аппетит, а наоборот увеличился, и они откладывают яйца. В связи с этим запускаю новый контент. Называться он будет «Венаторы в акриловой ферме». Возможно, это мне выльется ценой целой колонии, а возможно и нет. Но я хочу доказать, ну по крайней мере постараться доказать, то, что венаторы могут существовать в акриловой ферме. И не просто существовать, а даже развиваться. Ведь поискав в интернете, я не нашел ни одного поста о том, что венаторы умерли в акриловой ферме. Возможно, я плохо искал, а возможно, такого просто до меня никто не делал. Поэтому я думаю, будет интересно наблюдать за тем, как они будут развиваться в этой ферме. Немного о ферме. Все-таки в этой ферме есть две гипсовых комнаты. Да, они тонкие, придется их чаще увлажнять. Но все же, я считаю, что она подойдет для венаторов, по крайней мере на первое время, для их развития. В связи с этим, я буду стараться выпускать 1-2 видео в месяц, чтобы вы могли наблюдать за тем, что происходит с венатором. Ведь, как вы можете заметить, у них все довольно-таки неплохо. Посередине, как вы можете увидеть сейчас, отложили новое яйцо. В момент переселения было 4. Буквально на следующий день появилось 5-е. Значит, моя колония идет вперед, а это маленькая, но победа. Да, я знаю, что яйцам нужна большая влажность, но личинкам наоборот, сильная влажность не нужна. В связи с этим, я думаю, что я обязательно дождусь первых рабочих, и вы дождетесь их вместе со мной. Но есть небольшое но. Если я замечу, что моим венаторам становится все хуже и хуже, я буду вынужден выселить их обратно в гипсовый формикарий. А пока что на этом все. Предлагаю дальше посмотреть за моей колонией и хочу вам рассказать немного свои ощущения о ней. Как вы можете заметить, мои венаторы неплохо питаются туркменскими тараканами. Также им даю мох. Да, и еще. Кто как не я вам покажет и докажет то, что акриловая ферма подходит для венаторов. Ведь ни один разумный, адекватный человек не стал бы покупать такую колонию за такие деньги, чтобы просто наблюдать за тем, как она помирает на его глазах. Но я не все. И поэтому специально для вас я буду ставить этот эксперимент до последнего. Чтобы в дальнейшем, искав информацию про венаторов,
Вы знали, что нельзя ни в коем случае селить их в акриловую ферму. А возможно и можно. Это нам предстоит выяснить. Ну что ж, на этом предлагаю разбор окончить. Перейдем непосредственно уже к моей колонии. Хочу вам показать матку. Вы только посмотрите, насколько она красивая. Не знаю, как вы, но я ранее никогда так близко не видел этих муравьев. Вы только посмотрите на их структуру тела. Вы посмотрите, какие у нее глаза. Эти глаза созданы, чтобы убивать. Венаторы просто невероятные муравьи. Даже сейчас, монтируя видео, у меня до сих пор идут мурашки, глядя на них. Обязательно пишите в комментариях, видели ли вы когда-нибудь ранее так близко венаторов. А также ставьте лайки и помните, что лучшие комментарии попадут в следующий выпуск. Как только ко мне пришла эта колония, я насчитывал 13 рабочих особей. Одна была мертвая. Спустя 2-3 дня умерло еще 3. Я очень сильно переживал то, что матка умерла, но как вы видите, расплод появляется. Следовательно, перед этим я вам показывал матку. Долгое время, а вернее пока не начал переселять их в новый формикарий, я не мог заметить расплода. Но перед самым переселением я увидел, что один муравей тщательно скрывал этот расплод, дабы не хотел, наверное, показать мне, что он существует. Хочу немного сказать про охоту. С охотой у нас пока что все так себе. Так как я у них отнял самое главное, это просторную арену, им приходится учиться охотиться заново. Это невероятные муравьи, и я уверен, что в дальнейшем они научатся охотиться на этой маленькой арене. Ведь, как говорится, то, что не убивает, делает нас сильнее. Надеюсь, и с этой колонией получится именно так же. Данное видео было записано более не с познавательной целью, а как ответы на все ваши комментарии. Так как познавательных видео много на других каналах, и я думаю, нет смысла рассказывать вам про их цвет, окрас, про их размеры и так далее. Обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях, если вы хотите далее наблюдать за этой колонией. А также можете посоветовать то или иное, что с ними лучше сделать. Что касается жилых комнат. На данный момент им доступно 3 комнаты. Из них 2 с гипсовой прослойкой и 1 акриловая. Почему не стал насыпать субстракт в камеры? Судя по прошлому формикарию, весь субстракт был вынесен на арену. Поэтому в этом формикарии я решил сразу добавить им субстракт на арену, дабы не наблюдать за тем, как они ее постепенно выносят. В дальнейшем, когда уже появятся личинки, буду придумывать, как запихнуть им субстракт в камеры. Теперь быстренько пробежимся по минусам. Минус в том, что приходится тщательно следить за мусором на арене, а также увлажнять субстракт на арене. Также приходится один раз в 2-3 суток увлажнять этот формикарий, так как гипсовая прослойка тонкая и влажность быстро испаряется. Из минусов в принципе все. Далее будем наблюдать, как они будут у меня жить, и будем стараться улучшать со временем их условия. Возможно, переселим, возможно, оставим. Будем разбираться, наблюдать. Если вам интересно, обязательно поделитесь этим видео. Ну что ж, а на этом все. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Помните, что все ссылочки интересны в описании. Всем пока-пока, и кто, если не я, поставит новые эксперименты, хоть и такие безбашенные.